В 2023 году в Гулрыбском районе рассчитывают на новые источники доходов. Так, например, планируется строительство нового грузового морского порта. Подробнее о том, как развивать Гулрыбский район, привлечь инвестиции, будем говорить с заместителем главы администрации Гулрыбского района Бесланом Цвинари. Он сегодня у нас в студии. Беслан Константинович, Добрый вечер. приветствую вас. Добрый день, вернее. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Вы не так давно приступили к своим обязанностям, но тем не менее уже наверняка вниклись в работу. Как оцениваете экономический потенциал района? С такого общего вопроса мне хотелось бы начать. Если сегодня брать по факту то, что есть, и то, что было в сравнении, скажем, период, так скажем, советский, постсоветский, конечно, результаты такого сравнения не в пользу нынешнего времени. Но при всем при этом, понимая то, что в районе какие объекты себе присутствовали, в том числе индустриальные, различные объекты были, можно полагать, что потенциал, конечно, в районе достаточно серьезный. С одной стороны, есть 18-километровая морская полоса. Это возможность для развития туристического бизнеса. С другой стороны, наличие в районе аэропорта, пускай сегодня не действующего, но прилагаются усилия, уже есть соответствующая проектная документация, которая находится на экспертизе, и надеемся, что с его вводом этот район получит такую особую привлекательность в плане и в том числе и туризма, и экономического развития. И подавляющее большинство земель, конечно, которые сегодня есть в районе, сельхозназначения. Проблем, конечно, немало в сельском хозяйстве. Это не проблемы даже не одного района, а в целом республики. Я думаю, что если умело задействовать и взаимодействие, так скажем, курортной сферы и сельского хозяйства с развитием при этом индустриального сектора, я думаю, можно будет добиться каких-то положительных результатов в плане развития района. То есть туристическая отрасль в комплексе с сельским хозяйством. В одном из интервью, которые здесь радио «Спутник» давал бывший глава Гулрыбского района, он говорил о том, что в 2023 году в районе рассчитывают на новые источники доходов. Так, например, планируется строительство нового грузового морского порта на сумму более 8 миллиардов рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию в течение 2 лет, и ожидается, что там будет организовано около 500 рабочих мест. По поводу такого масштабного проекта. Строительство грузового морского порта – это, конечно, мегапроект, строительство которого, мне кажется, выходит за рамки компетенции только одного района. Вообще, наличие или строительство грузового порта – это вообще моя мечта – увидеть грузовой порт в Абхазии. И это будет свидетельство о том, что очень многочисленные вопросы, связанные с логистическими путями, связанные с инфраструктурными проектами, политическими в том числе вопросами, будут разрешены. Поэтому такое пристальное внимание и огромное желание, чтобы этот проект притворился в жизнь. Но тут надо понимать, что вообще наличие такого грузового порта предполагает большое, попробую раскрыть немного скобки того, что я говорю, предполагает перевалку грузов, ее транспортировку, передвижение и те возможности, которые у нас сегодня есть, автомобильного транспорта и даже железной дороги, я думаю, они будут не совсем достаточны для того, чтобы успешно функционировал порт, и мы столкнемся с необходимостью выстраивания взаимоотношений с нашим стратегическим партнером для ввода в эксплуатацию новых логистических путей. А кроме всего прочего, строительство порта предполагает подводку туда дорог, электроэнергии, воды, канализации. То есть там будет одновременно с этим развиваться еще и инфраструктура. Политические моменты, это не связаны с тем, что
ну, так скажем, частичное признание Абхазии может нам как бы создать проблемы при его функционировании. Вот. Ну, я думаю, есть механизмы, как можно эти вопросы прорешать, обойти, опять-таки опираясь на своего партнера стратегического Российскую Федерацию. Я думаю, эти вопросы мы можем тоже закрыть. Но масштабный проект, вот вы говорите, что инфраструктуру нужно подготовить, чтобы функционировал такой мощный порт. Безусловно. И 2 года на такие проекты, как вы думаете, это маленький срок? Это нереальные сроки. И потом, я думаю, средства заявленные, ну, может быть, как бы решение вопросов инфраструктуры они закроют. Я так предполагаю. Ну, больше вложений требуется, чтобы создать нужную инфраструктуру. В свое время, как бы, парламентом был принят закон об особых экономических зонах. Это, так скажем, такой инструмент, который позволил бы вот при создании таких зон под отдельные мегапроекты, я бы это делал бы, если бы от меня зависело бы, вот, для привлечения туда инвесторов не одного, а нескольких. И вот сообща, сложившись как бы своими капиталами, я думаю, тогда только смогли бы вот успешно решить вопросы строительства порта. Хочется верить, что и интересы инвесторов, и интересы властей страны будут здесь соблюдены, потому что интерес вот к транзитным возможностям Абхазии, он действительно возрос, и это подтверждают слова торгового представителя России в Абхазии Залины Кабесовой. Вот она говорит, что в экономических взаимоотношениях в мире наблюдаются глобальные трансформации. Первый показатель — это изменение транспортно-логистических потоков и их переориентация с европейских рынков на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. И она считает, что Абхазия действительно имеет потенциал, который можно развивать. Уважаемая Нала, это даже вне зависимости от тех вот сегодня изменений геополитики, которые происходят, ну, любое государство было нацелено, изыскивало различные возможные логистические пути для того, чтобы их территория каким-то образом была задействована в этих цепочках. И в этом смысле, конечно, мы тоже должны были об этом задумываться и настойчиво думать, просить, я не знаю, если надо будет где-то уговаривать, таким образом, чтобы мы тоже были включены в логистические вот такие возможности. Но сегодня история таким образом, время, таким образом повернулась к нам, что мы становимся очень так интересными с точки зрения логистики, стать таким логистическим узлом, логистическим центром. Вот. И я думаю, что нам эти возможности надо сегодня максимально эффективно использовать для того, чтобы это было. Это сдвинет нашу экономику совершенно, ну, так скажем, в таком направлении позитивном, что мы сможем стать самодостаточными, и те вопросы, которые перед нами стоят, их разрешать без уже помощи нашего партнера. С благодарностью, конечно, что они нам оказывают помощь, но стремиться к самодостаточности мы должны. Самообеспечение. А вот по поводу создания вот этих транзитных возможностей, слушателям, наверное, не до конца понятно, как на их жизни, вот на жителях района отразится. Вот, ну, будет порт. Что заработает район? Инфраструктуру получит, ну, понятно, во-первых, дороги. Инфраструктура. Ну, вы знаете, Нала, что заработает? Я думаю, что в этом случае даже расшифровывать, что это может дать, нет такой необходимости, потому что как только прошла информация от наших руководителей о том, что на стадии разрешения вопрос запуска аэропорта, вы не представляете, какой интерес сегодня появился и у инвесторов, и у наших граждан, вот территориям, которые близ этого аэропорта находятся. Я думаю, это вообще функционирование аэропорта. Я не говорю о грузовом морском строительстве. Просто вот функционирование аэропорта позволит развить территорию не только района, но и дальше Восточную Абхазию тоже в том числе. Тогда мы становимся очень привлекательными с точки зрения, ну, на первом этапе хотя бы как курортная страна.
Если год более. назад, когда мы говорили про Гулрыбский район, то отмечали две главные проблемы. Это удаленность от границы, слабо развитая инфраструктура района. То есть благодаря появлению аэропорта в районе одна из проблем точно будет снята. Ну да, безусловно. С вашей стороны, понятно, что вы не так давно приступили к обязанностям, но какие-то планы по развитию у вас наверняка есть. Вот дальше какие шаги вами будут предприниматься? Ну, Нала, сегодня первое знакомство мое с районом столкнуло меня с такой массой проблем нерешенных. Вот, и все они завязаны на создание нормальных условий для жизни людей. И, безусловно, когда ты сталкиваешься с рисками, которые могут ухудшить условия жизни людей, все внимание будет нацелено туда, чем мы сегодня по большому счету и занимаемся, аврально с главой администрации. Вот он сегодня сам лично выехал, объезжает все реки, которые есть, изучает возможность, например, изучения влияния их, там, разлива, сегодня паводки весенние будут. Вот. А так, те отрасли, которые я курирую, я могу сказать, что мы сегодня, тоже я на первый взгляд увидел, состояние не очень удовлетворительное жилищно-коммунального хозяйства, нацелен и само хозяйство нацелил ЖКХ, и сам оказываем максимальное содействие, если необходимо будет, будем привлекать соответствующих специалистов, попытаемся провести реформу ЖКХ. Сегодня ЖКХ наполовину датируется из бюджета. На мой взгляд, если выстроить правильно саму систему работы этой структуры, то она может быть самодостаточной. И мы попытаемся это сделать. А в чем вы видите главную проблему? Сейчас состояние жилищно-коммунального сектора, понятно, что требует вложений, но что именно, что не так сейчас? Вот с чего нужно начать в первую очередь? Вы имеете в виду в самом ЖКХ? Да. Ну, сегодня... То есть можно выделить что-то одно или это комплекс? Вот для примера. Вот у нас автодороги, которые надо поддерживать, ремонтировать, реки, о которых мы сказали, которые в весеннее время за счет паводков выходят, наводнения происходят, людей затапливает. То есть если эти вещи системно проводить и предотвращать это можно, не доводить до такого. Я вот взял, посмотрел техника, которая сегодня есть у ЖКХ. Ну, ее совершенно гусеничной техники нету. О чем дальше говорить? То есть 9 или 10 единиц спецтехники, которая сегодня в целом районе. Значит, вот потребность есть, приобретение этих есть. Средств сегодня в бюджете нету, не предусмотрено. То, что они сами зарабатывают, это совершенно мизер. Я не хочу углубляться в детали этой реформы. Анализ, который мы небольшой сделали, дальше мы будем в дальнейшем еще исследования проводить, он свидетельствует о том, что задействованы не все ресурсы имеющиеся. Собственные ресурсы района? Собственные. То есть без поддержки республиканского бюджета вы рассчитываете изыскать возможности? На этом этапе, Нала, без поддержки республиканского бюджета вряд ли нам что удастся сделать. Ведь это не одного дня вопрос. Это растянется, может, на год, на полтора, на два. Но потом, когда мы примем, скажем, реформу эту, утвердим, ее претворить в жизнь, это тоже время надо. Поэтому махнув палочкой, у нас не получится. Пока нам придется в любом случае опираться на помощь руководства страны. Слава богу, они с пониманием должным относятся и поддержку нам дают достаточно так. Бодрят нас, не бойтесь, мы вас не оставим. Есть такое, за что им благодарность. Беслан Константинович, вы начали разговор с того, что все-таки район это и сельскохозяйственный, и упор делается на туротрасль. А о сельском хозяйстве, если подробно говорить, то и в советские годы, и сейчас пока это такой главный цитрусовый, можно сказать, центр, сельскохозяйственный центр Гулрыбский район. Но учитывая ситуацию с цитрусовыми в этом году, в прошлом году проблемы с экспортом существуют.
Как быть? Ведь это тоже одна из бюджетообразующих тоже культур. Налоги люди платят, там хозяйства крупные, цитрусовые. Ну, тут не столько бюджетообразующая отрасль, и даже для района, сколько это возможность у жителей района как бы какое-то время себя обеспечить материально. Но в этом вопросе очень тоже много сложностей есть. Мне кажется, вот какой-то механизм, я не знаю, надо над этим задумываться. Я раньше об этом не думал. И это не только для нашего района. У нас цитрусовый не только Гулерибский район. И нехорошо будет, если люди, наши граждане, сталкиваясь с теми трудностями, невозможностью их преодоления, придут к тому, что вообще надо от этих цитрусов будет как-то избавляться. Я думаю, до этого доводить нам ни в коем случае нельзя будет, поэтому надо на эту тему очень так серьезно продумывать. Ну, такие настроения действительно есть у людей, потому что вы знаете, как невыгодно становится вообще уже сельское хозяйство само по себе развитым отдельно скажем, от промышленности не может, так не бывает. Потому что это вопросы сортировки, это вопросы хранения, это вопросы переработки, да той же транспортировки. Поэтому без помощи здесь промышленности, как-то у нас сложно будет решать по вопрос. Поводу промышленности я сразу вспоминаю молочный завод. Угу. Была возможность, было оборудование, вроде завод запустили, но не проработал там, недолго проработал. Потому что сырьевой базы не было соответствующей. Если бы это молочный завод был бы, скажем, установлен, там не надо было в таком большом объеме как бы помещений выстраивать, а вот где-то на ферме, где содержатся животные, молочные. Вначале ферму создать нужно было, то есть опередили. Сначала надо иметь сырье, а потом это сырье, это молоко особенно. Это продукт, который тяжело транспортировать, тяжело хранить. И я думаю, вот его переработка там на месте и должна была быть. А когда ты строишь завод по переработке, а у тебя нету сырья, это привозить сырье, приобретать где-то в другом месте, пока ты его довезешь, оно золотым станет, во-первых. Во-вторых, объемы производства. Конкуренцию никто не отменял. По соседству за пределами Абхазии сочинский завод такой. Сейчас взять его объем, и у нас просто объем. А цитрусовые, сырье-то будет у нас. Вот люди иногда просто выбрасывают мандарины в социальных сетях. Мы видим эти фотографии. У нас сырьевая база, получается, есть. Нацеленность на привлечение инвесторов. Я тоже выезжал, переговаривал. Сейчас не хочу все озвучивать. Надежда есть, что мы сумеем здесь создать хотя бы условия для переработки, производства из цитрусов каких-то консервов. Посмотрим. Но помочь с экспортом должна была компания «Абхазпродэкспорт». «Продэкспорт». Она как раз на территории Гулерибского района, если не ошибаюсь, территориально располагается. Да. Но мы не видим реальной работы. Вы знаете, там построили очень серьезную базу. Я посещал ее, то есть она оснащена по современным нормам, как полагается. Но этого не совсем достаточно. Надо было еще материальными ресурсами подкрепить, потому что это связано с тем, что люди приносят, они же не просто в подарок передают, они хотят реализовать свою продукцию. А если ты этим людям не заплатишь, или мне так показалось, что на первом этапе как-то им поверили и сдавали. Был момент. Но в дальнейшем у них что-то не сложилось, не смогли продать, люди остались без средств, и все, тут же потеряли доверие. И теперь, как это, утром деньги, вечером стулья, но деньги вперед. Сейчас я думаю, этот принцип будет срабатывать. Если будут оплачивать конкретно вперед, сразу же при закупе, тогда люди пойдут сдавать туда. Я думаю, это и решит вопросы, кстати, их производителей. Государственный какой-то механизм для поддержки нужен в любом случае. Думать. Потому что угроза потери самой культуры, она действительно есть настроение среди людей, что легче вырубить
расходы по содержанию этих плантаций, они превышают доходы продажи. Не просто вырастить сегодня, собрать их, упаковать в тару и продать непросто. Затраты серьезные у них. Порой бывает, что даже вот при успешной реализации собранной продукции, они только возвращают те затраты, которые были направлены на их выращивание. Поэтому здесь серьезный вопрос, над которым, мне кажется, надо... Министерство сельского хозяйства наверняка уже в колокола бьет, задумывается над этим. Хочется верить, что сумеем найти решение. Но Министерство сельского хозяйства также оказывает поддержку различным проектам по сельскому хозяйству. Люди предлагают проекты. Вот как вы считаете, вот такие невозвратные деньги, даже не деньги людям дают, а поддерживают проекты, помогают там что-то построить, какую-то технику приобрести. Насколько это эффективно вот на примере, допустим, вашего района, вот несколько если проектов реализовать? Пусть и по 100 тысяч, там, не знаю, пусть и до миллиона. Вот такие маленькие проекты. Вы знаете, Нала, это вот разовый проект, помощь тому, кто этим занимается. Я сегодня не только на примере Гулерибского района еще не информирован, во всяком случае, о том, что вот вложили там какие-то, помогли, профинансировали, субсидировали, и после этого он развил хозяйство до таких масштабов, что он сегодня может заявить, что вот я благодаря этому работаю. Я думаю, это такая разовая помощь. Не на долгосрочные, так скажем, проекты финицируются. Возвращаясь к курортной сфере, вот мы говорим об инвестициях, все-таки без инвестиций никуда не деться. Да. Какого инвестора мы ждем? В смысле? В районе. Вот какого вы инвестора ждете? Как вот этот интерес между интересами инвестора и интересами района, как сбалансировать? Сегодня первое условие, я говорил, это должна быть привлекательность. Она сегодня появляется в связи с тем, что скоро задействует аэропорт, я так надеюсь на это. Второе условие, это со стороны нашей администрации, главы администрации. Я всецело в этом его поддерживаю. Гарантии тех инвестиций, которые вложат, оказание поддержки, я не знаю, правовой, какой бы ни было, с нашей стороны будет обеспечено предоставление земель, которые им нравятся, лишь бы к нам инвестор пришел, и то предприятие, которое он собирается делать, в дальнейшем не стало обузой уже для нашего бюджета. Чтобы оно было самодостаточным, создались рабочие места, привлечены были туда люди, и, соответственно, потом будут и налоги у нас. А вот про аэропорт, когда вы говорили, вы сказали, что возрос в последнее время интерес, и люди стали обращаться. Землям, да. Это жители или все-таки есть инвесторы среди них, и такие крупные? Там и жители есть, и представители инвесторов есть тоже. Я думаю, в ближайшее время мы сейчас проводим такую инвентаризацию, для того, чтобы иметь понимание, кто за кем, что закреплено. Где-то, может, надо будет помочь дооформить, где-то, может быть, попытаться объяснить, что просто так земельный участок держать и ждать с моря погоды нельзя. Есть у нас свои планы, сейчас не буду я их Если раскрывать. Претендентов несколько, если их много, как приоритеты будете расставлять? Все-таки кому выделять? На один участок? Да, допустим, есть, как я понимаю, там вот такой ажиотажный спрос. Дай бог, чтобы так было, мы тогда будем продумывать механизмы конкурса какого-то для того, чтобы тот, кто наиболее интересные условия нам озвучит, мы будем передавать им. Сейчас для вас какая главнейшая задача для руководства района? Я сказал сразу, сейчас очень высокие риски затопления людей. А это практически весь район затапливает. Я как-то озвучивал 4 реки у нас сегодня, которые наносят очень серьезный ущерб людям. Мы обратились к руководству страны, какие-то уже осмечены, проходят экспертизу, какие-то должны сейчас завершиться их осмечивание. И потом, я думаю, надо будет приступить к этому в первую очередь. Потому что людям очень серьезный ущерб наносит вода. Беслан Константинович, благодарю, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам.
Вам спасибо.